Всем привет! Сегодня вот такой дружной компанией. Роман. На заднем сиденье там Анна Николаевна. Ну и, конечно же, я. Едем проверять наши продольники, наши палки на налемов. Для начала съездим, проверим ловушки на мальков, живцов. Ну и потом возьмем живцов и поедем на Печору. Проверим наши палочки. 3 дня они были не проверены, так что надежда есть. Ой, белочка, белочка. Белка, белка. А, пробежала белка. Видишь? Елки там бежит. Сейчас заснимем ее тоже. Идем пешком, оставили машину наверху. На Ниве-то я как бы до Печоры спускаюсь, до низу. А Нива у нас сломалась. Так что сегодня Ванечки машинка нас сюда довезла. И сейчас мы проверим, что у нас на ловушках. Ну а пока, если увидим белочку, то вам покажем. Вот она перебежала. Прилетела сейчас вот на эту елку. Так что у нас белки. Белок, кстати, много расплодилось везде. Я вот заметил, с весны, вот с февраля, с марта где-то, они их просто нашествие откуда-то мигрировали, что ли, их просто вкусили. Вот мы и на наших ловушках. Как мы видим, оттепель не прошла даром. Вон, где мы ходили, вот здесь вытекает ручей. И вот все видно, что промыто. Промыто и схватилась буквально вот тонкой корочкой льда. Так что здесь... А когда долбил, нет, здесь лед нормальный еще вот. А там вот все промыло от ручья. Ручей теплый, там стекает канализация. Лунки практически не замерзли. Палка лежит. И просто режешься, слой лежит. Только проверим. И выкинем такие. Посмотрим, что у нас на сей раз. Ой. Ох, сколько грязи-то здесь, а. Надо было хоть чистую воду набрать. Ничего не было. А у нас ничегошеньки здесь нет. Пусто. Ни одного малька. Или она неправильно легла, или что, не знаю. И здесь пусто. Вот так вот. Пришли, блин, за мальками. А у тебя больше нету этих? А? Других нету? Да другие это не мои, может быть, есть, не знаю. Ладно, ну-ка подай кондитер. Сейчас немножко сыпанем. В прошлый раз летели сюда. Ладно, еще раз попробуем. Если нет, так будем ловить их в другом месте. Немного отруби. Буквально чуть-чуть. Достаточно. Ну. Ловите, не подводите. Все уже. Вода упала. Вода упала, может, малек отошел от берега. Ладно. Там у меня небольшой запас есть, так что поехали. Комбикорм поменяли.
тоже надо было сделать. А лед-то размывает, вон, и здесь все размыто. Все, встречаемся на проверке палок. Ну вот, друзья, мы на нашей Печоре, на нашей матушке Печоре. Как мы видим, полыня еще у нас не замерзла. О, садится батарея. Сколько успею засниму. Вот полыня не замерзла. Переправу заливают, но замерзать и замерзать еще ей, потому что на улице всего минус 3 градуса. Вот такая вот моя команда. Роман, помощник, Анечка, сестра моя, сегодня будет проверять наши палки. И повторюсь, сегодня у нас 14 декабря и на улице всего минус 3 градуса. Опять теплая зима. Скорее всего, по этой причине и не клюет наш налим. Но мы это посмотрим, глянем. Может быть, Анечка сегодня счастливая и поймает трофейного налима. Будем на это надеяться. Пошли. Потопали на проверочку. Анна Николаевна, проверяйте. Только перчатки у тебя намокнут. Ну, у меня еще бутылочки есть. Ай, пока ты повесишь. Да, сними. Потихоньку не спеши, потихоньку вытаскивай палку, положи палку нормально и там вытаскивай потом за леску. Все, положи на землю. Вот так. И за леску вытаскивай потихоньку. Пусто. Две рыбки. Ну это я их насаживал. Положи их. Положи, я сейчас почищу от травы. Первый блин комом. Ничего страшного, у нас еще впереди есть палки. Ну давай, Анечка, поднимай налимчика. Все, подняла, палку ложи на землю. И так потихоньку. Легкая. Угу. Зацепилась еще. Ну ладно. Все. Живчики живые. Вон 3 живчика, все живые. Все, кидай обратно. Сейчас закинем. Почистил луночку. Снимаем на телефон, так как камера, аккумулятор на камере сел. Здесь у нас, Аня, продольник. Это ложи палку аккуратно. Нет, вытаскивай до конца. В сторону от лунки ложи. Еще длиннее она, еще. Вот, тихо, не вот так, в ту сторону, где лед, вот там. Чтобы не мешалось. Иди с этой стороны. С этой стороны. Не, палка так не мешаться будет. Туда палку, туда. Вот, и снизу, да. Вот, потихоньку. Сюда аккуратно ерши складывай, вот так вот. Дергать, нет? Вот сюда складывай ерши в воду. Воду, чтобы они не умирали. Вот, и постепенно. Допустим, вот так вот. Ерши туда. Ну, крякнутых можешь на лед вытаскивать, все равно будем это. Не, живого туда, да, положи. Вот так вот, да, ага. Никто не дергает? Ну, значит, не повезло. Значит, местом не угадали. Так, сейчас места уже менять не будем, ладно уже. Может, это из-за тепла не клевало. Бутылочка. Ну, бутылочка-то понятное дело. Ладно. Все, кидай. Да? Подожди, я сейчас сделаю все там. Опять пусто. Оживляем, отпускаем. Вот у нас ромка еще одна. Один продольник потом с кривой палкой. И будем проверять дальше. Так, здесь то же самое. На, держи. Снимай. Я подстрахую на всякий случай, может быть. Держи воду. Почему не стоит, из-за этого на линии берет, наверное.
крючком. Нету, все. Выключаемся. Ну что, поехали. Посмотрим, что нам дергает, нет? Походу натяжка есть, да? Вот он. Сфотографируйте меня с рыбкой. Так, ты вытащи сначала. Там еще есть? Нет, все. С рыбкой. Да, на мой телефон сфоткайте меня. Че, Аня, первый налим? Да. Доставай. Там бутылка должна быть, так что аккуратней. А под бутылкой крючок. Бутылку вертикально не ложи. Да, иначе вода выльется. Вертикально ложи бутылку. Так? Да. Что там есть что? Длинная там. Ну, 2 крючка. Или 3. Все 3 живые. Траву убери и кидай. Ну что, есть что? Чувствуется, Да, не? есть. Есть, смотри какой. Тащи, вытаскивай. Меня с такой еще рыбой сфотографируй. Тут один? Ну да. Ты так держишь его в лунке. Подожди, а как мне сфотографировать меня? Давай я успокою его. Тихо, ну-ка отпусти. Перевернись. Да перевернись ты. Да. Ёк-макарёк. Вот так. Ну-ка подожди, подними сначала, я так тебе запечатлю. Это у тебя первый налим крупный? Да. Ну-ка подними его. А как его перевернуть? Да как хочешь. Вот так вот. Надо искупать от снега, да? Вот так вот. Сюда смотри. О, нормальный трофей. Поздравляю. Ура, ура. Повторения будет, нет? Анна Николаевна. Палку ложим. Есть рыбка. Ну, вытаскивай. Молодец. Молодец. Так что в Ухту ты без рыбы не поедешь. Сейчас сразу на берег идет. Молодчина. Енскадан. Вступаем. Палку ложи сразу на землю. Нету? Привет, живые отпускаю, да? Да. Ехали. Ну чё? Тут, это рыбу рыбница. Есть натяжка. Мало пучков? Три. Вытаскивай. Молодец. Молодец, налимчика вытащила. Такой грамм на 600-700 по-любому будет. Ну, полкилошка железная. Больше даже. Видишь, толстый какой, упитанный. Что, повторения будет? Нет? Она сейчас тоже нормально вытащила. Я на этом месте даже таких и не ловил, каких Анна Николаевна вытаскивает. Ой, видишь, какой здоровый гальян озерный, никто его не ест. О, налетчик еще один. Уснул. Ничего страшного, сейчас сделаем искусственное дыхание. Аня, будешь делать? А? Рот в рот. Да, отцеплю. Все, молодца, улов потихонечку растет. По течением. Ну что, приступаем к проверке. Поехали.
Давай вытаскивай трофейного 5-килограммового. Тут бутылочка, Ань, так что бутылочку вертикально подними за веревку. Палку положи сначала, ага. Потом бутылочку, а потом только за леску. Вот. Теперь бери за леску. И натяжка есть? Что-то есть? Никого. Ну ничего страшного. У нас еще есть палки. Живые оба? Один нет, первый, по-моему, какой-то странный, второй живой. Ладно, сейчас разберемся. Приступаем к проверке. Здесь у нас продольник, так что крючков 7, наверное, здесь у нас. Глянь, если... Положи палку. Наташки нету? Наташки нет? Дергать нет? Идет? Да, но она как будто застряла белой. Чуть порву. Да не, она в шуге, наверное, скорее всего застряла. Раз, давай поснимай. О, всё пошло. Ты, Ерша, кинь воду обратно. Дрищ. Сейчас попробуем его отпустить. Если не заглотил, конечно. Что, есть дальше натяжка, нет? Как будто бы нет. Все. Все, не видно. Было бы, он бы чувствовал все же. Ну ладно. А, это бутылка. Ладно, сейчас разберемся. Чё, есть что? Опять пусто. Ну, закидывай обратно. Что-то вы совсем, Анна Николаевна, Я? перестали рыбу ловить. Я. Ты давай это, заклинание-то повторяй. Какой-нибудь. Йенцикаден скажи там. Или еще что-нибудь. Или как дядя Ваня говорит: Петр Павел, рыбный бог, дай нам рыбки на пирог. Одна палка осталась, самая крайняя палка. Если там есть, то есть, нет, так нет. Он, Роман, еще не забыл, как палки втыкать, да? Ром, получается втыкать? Мастерство не пропьешь. Ты еще и пьешь, оказывается. Совсем бардак. Ладно, поехали проверять последнюю палку. Так, Роман готовит крайнюю палку проверки. Лед тонкий, так как уже больше недели у нас нет морозов. За всю зиму был только один мороз. 2 дня 30-ка постояла и все. И стоит теплынь. Снег, тепло, дождь, тепло. 2-3 градуса мороза, а то и вообще нулевая. Может быть, из-за этого и не клюет на лим. Не знаю. Крайняя палка. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, что нам даст. Все. Ну давай трофейного. Хоть здесь. Больше палок нет, Ань. Если здесь не вытащишь, то больше уже... Ну что, есть что? Нету? Ну вот. А так все хорошо начиналось. Ничего нету. Ладно, кидай, оставляй, пока я там потом с ними разберусь. Ну что, показывай улов, что поймала. Что мы сегодня поймали? Так, это у нас живчики еще остались. Так, вот такой вот улов. Ну, вываливай. Кого? Посмотрим. Ну, рыбу. На землю? Ну да, на снег. А посмотрим, что ты сегодня поймала. Ну, маленький не будет. Ну-ка, на, Ромка, сними. Так. Это у нас сегодняшний улов. Вот этих мелких они заглотили. Небольшие. 1, 2 и 3. Вот такой вот. 4. Он был уснувший уже сам по себе.
Пятый у нас короткий, но такой толстый. Вот он какой толстый, друзья. Черный налим, темный. Этот хоть и по длине не длинный, но грамм 600-700 точно из-за своего брюха он весит, наверное, тяжеленный. И вот такой вот красавчик. На пару килограмм точно будет, тоже брюхатый, скорее всего это есть с икрой. Вот он какой замечательный налим. Так что, Анна Николаевна, поздравляю тебя с уловом. Первый раз на зимней рыбалке на налима, да? Вообще первый раз. Все делается впервые. Ну не последний, наверное, да? Понравилось? Да, Ну вот, поедешь еще? конечно. Все. Вот такая у нас, друзья, была сегодняшняя проверка. Так видно лучше? Нет? Тетя Аня, посветите на папу. Или так лучше? О, Так лучше? ну, да, нормально. Вот такая, друзья, сегодняшняя была проверка с Анной Николаевной. Рыбачка от Бога. У нас одна... Что ты улыбаешься? Все правильно? Моя бабушка и бабушка Анна Николаевна — это один и тот же человек. Она в свои годы войны, ну и послевоенное время, когда мужчин не хватало, работала в рыболовной артели. То есть она, группа рыбаков, скажем, 5-6 человек, они не водили, ловили сетями. И моя мать рассказывает, что только этим и спасались за счет этого, потому что крупную рыбу они сдавали государству, а мелочь, которую попадала там в сети или там на крючки, которые нельзя, по размерам никак было сдавать государству, они забирали себе. За счет этого и выжили в голодное послевоенное время. То есть мои родители Ани ели рыбу, держали корову, сметана, молоко. Часть из них, конечно, сдавали налог, продовольственный налог был очень большой, сдавали. И мать рассказывала, что если бы не рыба, говорит, мы бы жили. А за счет рыбы, то, что ихняя мать, наша бабушка ловила, они выжили в голодное послевоенное время. Как-то вот так. Так что гены нашей бабушки передались Анне Николаевне. И вот она вытащила все своими руками. Как-то вот так, друзья. До свидания. Встретимся на следующей проверке. Она будет скоро или завтра. Нет, скорее всего послезавтра. Послезавтра встречаемся на льду на проверке продольников. Всем пока.